Поехали. Здравствуйте. Мне 2 путевки, пожалуйста. Так, фамилия. Урымбаев. Хоть перед летом нос поморозить, да? Ну, а то это зима какая-то прям совсем не зима. Я говорю, что такое, даже ноги не замерзли ни разу. Все, спасибо. Тут хотя бы чеки дают, да? Чеки или что, какую-то бумажку. Квитанцию, да. Ну, некоторые около забора бросают машины и пешком. Пушка, да, походу? Сколько они взяли? А я что-то не заметил. Что, сколько? 22 тысячи. Что-то много. Вперед, все. И напиши К, поставишь, Каспий. Сегодня просто новенький, да, так, а так. Пишешь Каспий. Отдал кого? У себя, чтобы ты понимал, что если у тебя нехватка по кассе, там пишешь на талоне своем Каспий. Че, почему так дорого у вас? Но мы это этот рабочий. А? Не мы хозяева. Возьмите. Так, все, давай. А, да, ты сейчас запишу. Уже. Да ладно. Ауа-рай. Керемет. Касса. Бұл қалың вроде. Здесь пойдет. Два. Сантиметров 10, наверное. Поклевки. Поклевки какие мощные здесь. Опа. Опа. Мощные поклевочки. Ох, блин, тут монстры. Монстры. Всех клёв, бля. Значит, тут хорошая стая. Походу за пару часов мешок заполним и домой сразу. Монстры. Ну уже за полчаса сколько?
Стопудово на корм пришли. Ну, корм просто бомба. Чисто для здоровых. Прикормка под здоровую. Сколько мы здесь? Час уже? Да, даже часа не было, как мы удочки отпустили. Ну, даже снег во рту у него снег. У воблы. Объели, наверное. Проглотил и сидит, да? Всё, у меня сидит там. Вон то уберете. На пласт убирать. Да? О, есть. Ух, блин. Что-то как брыкается прям. Хорошо, удачно попали. Очень-очень удачно. На моей машине. Ну да. Вообще, то, что вы приехали, уже бонус. Кусачка есть у вас? Ой, мою удочку тащит. Давид. Крокодил. Он чуть удочку нюхал. Крокодил. Ой, ой. А вы говорите, не ловится. Все ловится. Две же охота была. Ну вот, как раз Подождать, да? сейчас будет. На маленькую. Еще, блин, в бок. Еще и в бок ему. Ну, точно не, чтоб точно не сбежал, да? Без шансов. Подождите, закормить. А вы уже все? Что вам закормить? А там она перемешается. Бля. Надо спицу эту поменять, походу. Да? Если помножу, не откроет. Ну, покормили, вернулись.
Проглотил. Проглотил. Я помню, подряд попробовал. Какая баба. Не так сильно были. Был выходной, тут на нас не там похоже. Там сидит. Ну, кабан. Мелкий? Этот уже для вас мелкий? У меня говорю. Что-то понятно? Хотя у меня тоже возможно. Чика такая же. Входы. Мотыль я поменял сходу. Свежий нужен. Включился. Покушал сходу, да? Шучу. Перезарядить. Накинь тут, Аня. Вони в гаражі на все. Сейчас. Я только буду успевать, а ты снимай, ладно? Все, у Дамира тоже пошло, поехало. Включился Дамир. Второе дыхание, да, у вас? Так, о, 10 килограмм здесь ровно.
Даже меньше, потому что Дамир с собой взял на жареху себе домой. Самых крупных я буду на жареху оставлять сюда. Остальное все засолю. Прикормка магазинная осталась даже у меня. Придется теперь еще раз выезжать. Будем мыть, будем солить, потом крупные будем жарить. Вот. У каждого, наверное, свой метод засолки рыбы. Но я вам хочу показать чисто свой метод. Вот у меня где-то 6 килограмм. Поменяли воду. Одна пачка уже соли ушла. Прошло 2,5 недели после того, как я засолил воблу. Вот сколько жира выделила наша рыба. Пока сюда все это. О, хватит 2,5 суток. Хватит. Ух, какой запах мощный. Будем замачивать еще. Так, прошло еще больше 12 часов, как я их намочил. О, сдулись. Сейчас воду поменяю, еще 3 часа подержу, а потом уже буду вывешивать. Отмочил я рыбу
Солилась она у меня в ведре 2,5 суток ровно. Потом 12 часов отмачивал, менял воду и еще на 3 часа отмачивал на новой воде. Приготовил я вот такие скрепочки, вот так. И начинаем вывешивать. О, видите как. А вот и уже готовая партия воблы с прошлого раза. Мы с Дамиром ездили на разведочку. Тоже довольно крупные экземплярчики такие попадались. Всем ни хвоста, ни чешуи. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока.